Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире февральский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. А это моя очаровательная соведущая Якимова Валерия. Но чтобы начать, нам нужно кое-что исправить. Так-то лучше. Последний месяц зимы был очень яркий и насыщенный на мероприятия. И прямо сейчас мы расскажем о самых интересных. Головной колледж продолжает вести в школах профориентационную работу в рамках популяризации социально значимых профессий. Наши курсанты посещают общеобразовательные учреждения города Ижевска и Удмуртской республики, делятся своим профессиональным опытом, общаются со школьниками и показывают все преимущества профессий спасатель, пожарный и полицейский. В Ульяновске в нашем филиале среди курсантов прошла региональная блиц-викторина. «Уран» – стратегическая наступательная операция советских войск в районе Сталинграда. Благодарим всех за участие и поздравляем призеров. 3 февраля добровольцы Марийского регионального отделения ВСКС провели мастер-класс по первой помощи для регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Встреча прошла очень насыщенно и продуктивно. Мы были рады и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 17 февраля в районном культурном центре «Спектр» в Сарапуле состоялся этап республиканского фестиваль-конкурса «Во славу Отечества». Наши курсанты торжественно открывали это мероприятие. В программе приняли участие школьники и творческие коллективы Сарапульского района. На сцене и в зрительном зале присутствовала особая атмосфера патриотизма. Были представлены песни, стихи, работала выставка рисунков, посвященных Дню защитника Отечества. 21 февраля наш колледж посетил начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской республике, полковник внутренней службы Пряженцев Сергей Борисович и председатель Государственного комитета Удмуртской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Шутов Евгений Владимирович. Наши сотрудники рассказали гостям о всех тонкостях учебной и внеучебной деятельности колледжа и провели экскурсию. А в завершении мероприятия состоялась пресс-конференция с нашими высокопоставленными гостями, где все желающие могли задать интересующие вопросы. Мы очень рады этой встрече и благодарим вас за визит. В Йошкар-Оле наши курсанты заняли второе место в республиканском фестивале по гиревому спорту среди профессиональных образовательных организаций. Молодцы! Не останавливайтесь на достигнутом. В рамках реализации программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации курсанты Ульяновского филиала совместно с добровольцами регионального отделения ВСКС провели открытый урок «Азбука безопасности» в школе-интернат номер 26. Учащимся рассказали об особенностях поведения людей, находящихся в экстремальной ситуации, как правильно и неправильно реагировать на происходящее. Надеемся, что эти знания вам понадобятся только в теории. В рамках профориентационной работы головной колледж посетили ученики Первомайской школы. Наши курсанты-добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСКС с удовольствием познакомили школьников с профессиями пожарного, спасателя и полицейского. А директор ресурсного центра в сфере ЧС Удмуртии Евгений Юрьевич Писаревский провел увлекательный мастер-класс по спасательному делу. Гости остались в полном восторге от работы наших специалистов. Мы очень рады этой встрече и благодарим вас за визит. В рамках всероссийского урока ОБЖ в Йошкар-Оле курсанты нашего филиала провели беседу с учениками школы номер 14,
где рассказали о правилах безопасного поведения на дороге, дома и в школе. В завершении беседы учащиеся могли задать интересующие вопросы и получить ответы от наших специалистов. Февраль – самый романтичный месяц в году, ведь именно в феврале начинает просыпаться природа и чувствуется приближение весны. В связи с весенним настроением и гаммой чувств наши курсанты организовали в Головном колледже почту любви. На протяжении нескольких дней каждый мог выразить свою любовь и отправить тайное послание, а наши ангелы почты любви доставили каждое признание по назначению. Помните, что любовь – это незабываемое теплое чувство. В Йошкар-Оле наши курсанты посетили выставку «Адмирал Ушаков» Саратовского музея военно-морской славы. Рассказ о событиях из жизни прославленного офицера вызвал живой отклик и большой интерес. Каждый открыл еще одну славную страницу истории нашего Отечества. В рамках реализации программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации курсанты нашего филиала на протяжении 2 недель готовили учеников всех классов с 1 по 11 школы номер 28 Ульяновска ко Дню защитника Отечества. В нашем ателье «Форма арта» появился дополнительный стенд с продукцией, где каждый курсант может приобрести себе шевроны, петлицы или флешку для курсовой работы, а также наш фирменный мерч. По всем вопросам обращаться в ателье по адресу село Октябрьский, 33А, 1 этаж. А мы продолжаем. В преддверии Дня защитника Отечества в Йошкар-Оле состоялась пресс-конференция «Героям России посвящается» с ветераном афганской войны Тороповым Вячеславом Викторовичем. Встреча прошла очень интересно, было рассказано множество историй из жизни. В Головном колледже и наших филиалах состоялось торжественное вручение дипломов курсантам, закончивших обучение по специальности правоохранительная деятельность. Напомним, что в этом году в составе Государственной аттестационной комиссии присутствовал и начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Удмуртской Республике Ежеев Алексей Владимирович. У меня гордость за наших детей, за выпускников, которые закончили этот замечательный колледж. Спасибо вам за то, что тратили на нас, не жалели времени и сил на наше обучение. Мы вас очень всех любим. И, конечно же, мы хотим поблагодарить наших прекрасных директора Королюк Людмилу Викторовну и учредителя Королюк Эдуарда Владимировича за то, что вы создали этот колледж, и за ваш труд. Этот колледж стал нам вторым домом. Мы вас всех очень сильно-сильно любим. Спасибо вам за все. От всей души поздравляем выпускников с успешным окончанием колледжа и желаем удачи на дальнейшем жизненном пути. Помните, где вы, там победа! В День православной молодежи 15 февраля курсанты колледжа в Йошкар-Оле побывали на традиционных сретенских забавах. Наши курсанты участвовали в различных конкурсах и состязались в силе и ловкости на многочисленных игровых площадках. Этот день был наполнен теплой атмосферой народного праздника. 22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества наш клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» организовал парадное шествие от центральной площади по улицам Ижевска. А также в этот день участники клуба совместно с художественным руководителем Лимоновой Еленой Викторовной поздравили праздничным концертом в ДК железнодорожников, служащих, ветеранов и всех присутствующих с Днем защитника Отечества. В Йошкар-Оле 16 февраля в гостях у нашего колледжа побывали дети из Савинского дома-интерната. В рамках мероприятия «От сердца к сердцу» наши курсанты подробно рассказали ребятам о колледже,
показали все тонкости учебного процесса и полностью погрузили в деятельность наших специальностей. Благодарим за встречу и ждем в гости снова. В Головном колледже завершились спелеологические выезды в уникальную пещеру геологов 2. Это было замечательное путешествие, которое останется в памяти на долгие годы. Но мы не прощаемся, а говорим до свидания в следующем году. 18 февраля в Головном колледже и наших филиалах прошел плановый день открытых дверей. Спасибо каждому, что посетили наше учебное заведение. Следующая встреча состоится 18 марта. Всю подробную информацию вы можете узнать в наших социальных сетях. Друзья, каждый хочет побывать на моем месте и помочь Виктории Сергеевне в кадре. Теперь эта возможность есть у всех. Что для этого нужно сделать? Вам всего лишь нужно принять участие в нашем конкурсе на лучшее видео о колледже во ВКонтакте. Создаешь видео на 30 секунд, почему тебе нравится учиться в КГИМС. В кадре может быть все, что угодно, хоть говорящее лицо, практика или пары. Главное – честность и энтузиазм. Ставишь хэштег «Вперед КГИМС», именно по нему мы определим победителя. Главное, чтобы звуковой ряд был именно твоим голосом, иначе как мы поймем твои звуковые возможности? Вперед, дерзай! А наш выпуск новостей подошел к концу. С вами были мы, Варич Виктория И Якимова Валерия. Всего доброго! И до новых встреч!